каждый четвертый человек заболевает раком. Чем старше возраст, тем больше вероятность заболеть. Поэтому есть пути решения, да, профилактика. Приходить, обследоваться, когда ничего не болит. А не ждать, когда что-то заболит и так далее. То есть, поэтому придуманы все профилактические мероприятия. Диспансеризация, да? Вот. 1/3 всех онкологических заболеваний считается связано с питанием. То есть, что мы питаем, как мы кушаем. А остальная часть – это нашими легкими. Среди мужчин рак легкого на первом месте идет. Это, конечно, в первую очередь курение. Да. Если стаж курения больше 30 лет, то, естественно, риск заболеть раком легкого гораздо выше. Недавно приходил мужчина на прием, он начал курить 12 лет, ему 60 чем-то, уже 50 лет стажа есть. Да? Куда это вот как бы все? Ну вот, употребление фруктов, овощей, то, что красным цветом, да, вообще в природе, считается очень полезным в плане противоракового действия. Вот. Морковь там, ну, красный цвет. Это ягоды, фрукты. Ну, вот насчет, я специально взял вот это вот, насчет морских водорослей, да, если там какие-то везде в интернете пишут, что морская водоросль считается очень полезным продуктом и можно там чуть ли не постоянно кушать. К сожалению, наш организм генетически не настроен воспринимать эту морскую капусту. Мы его не воспринимаем, не перевариваем, и от этих морских водорослей никакого толка нет. То есть насчет жиров всегда, которые вообще есть, конечно же, с возрастом надо меньше животных жиров использовать в еде, больше различных растительных жиров. То есть это и для печени вредно, и не только для иммунной системы, для сердца и так далее. Ну, жирные, да, чтобы не будет повторяться. И клетчатка. Мы в последнее время начали клетчатку меньше кушать. Вот. Вообще, клетчатка – это капуста. Раньше бочками солили и так далее. Сейчас, наверное, народ все равно меньше употребляет. Больше, наверное, какие-то искусственные и что-то еще есть. Поэтому это вот кишечник наш начал плохо работать. Ну, чеснок там и всякие лук, там, они считаются полезными для всего кишечного тракта желудочного. Если не переборщить, конечно, чтобы не заработать язвы, там какие-то гастриты. Насчет зеленого чая. Вообще зеленый чай, ну, я понял, в Китае пьют зеленый чай. То есть провинции, где практически заболеваемость рака каких-то органов, типа кишечника и желудка, минимальные. Вот, потому что у них это испокон веков, это зеленый чай. Дети пьют и все остальные. Поэтому и выяснилось, оказывается, что они очень хорошо удаляют свободные радикалы из организма, которые могут явиться причиной для обнаружения другого явления, то есть для образования раковых клеток. Ну, оливки, несомненно, там и так далее, все это полезные вещи. Переедание, я вам сказал, да? То есть то, что мы переедаем вечерами на ночь, ну, это ничего хорошего от этого не бывает. Поэтому, конечно, как-то надо. Вообще считается, что утром надо плотнее завтракать, поплотнее, а то мы кофе там что-то, ну, привыкать надо, настраивать организм, тихонько начинает, значит, небольших гельков, омлетов, чего-то, и потом уже начинает просить организм утром. Ну, копченые, соленые, все эти продукты, правда, сейчас начали хозяйки все замораживать, это считается очень правильно. Потому что все то, что мы консервируем, коптим и прочие соления, да, это они в нем содержатся канцерогены. То есть все, что, если красного цвета мясо лежит, там, конечно же, на нитрате это все, которое не портится. Единственное, шортан, который имеет естественный цвет, там содержание этих нитритов очень низкий. Соль поварена, да, вот, если кто-то склонен добавлять каждую пищу там дополнительную соль, то это неправильно. Не только для онкологии, и при гипертонии, и других заболеваний. Почему в природе никто соль не добавляет никуда? Все животные едят. То есть они где-то находят соль столько, сколько им нужно, а не так, как мы привыкли везде.
Значит, Всемирная организация здравоохранения лет 10-15 назад в Австралии провели исследование меланом. Вот. Меланомы болеют там не местные жители, а аборигены, а те американки или англичанки, или белые люди, которые приехали пожить, особенно женщины, белой кожи. Поэтому единственная причина – это вот, излишнее пребывание на солнце. Насчет алкоголя, да? То есть, если мы говорим о потреблении алкоголя, вот, вообще, помните, Чарльз был такой, да, кардиолог, до сих пор не заслышит. Он говорил, бокал красного вина в день никому не помешает. Но если на этом остановиться, было бы очень прекрасно. И если после первой, значит, вторая, третья пошла, там, литр и так далее, конечно, ничего хорошего нет. Я обычно разговариваю, мужчинам говорю, Иван Иванович, вот вы сколько курите сигарет в день? Он говорит, 2 пачки. Я говорю, начните с того, что вы сокращаете на 1 сигарету в день. То есть очень хорошо. На 1 сигарету в день меньше курить сегодня. Завтра 2 сигареты меньше, не завтра же, ну как сказать, через неделю. Тихонько так бросить все в один день, это неправильно. Организм привык работать в этом биохимическом ритме, не там ничего нет. Они могут терпеть неделю и все. И у них начинает болеть голова, начинает болеть живот, печень и все остальное. С раковыми клетками человек не рождается. То есть он рождается генетическим кодом. Вот. То есть память генетическая, да, что у родителей, и вот тихонько. Если человек попадает в какие-то условия, обычно пусковым фактором считается стресс. Самое страшное на свете – это не голодание, не какие-нибудь другие какие-то лишения там чего-то, да? Это стресс, в первую очередь. Вообще есть понятие рака, в последнее время вообще определение рака. Рак – это синдром некомпенсированного стресса хронического у человека. Все мы сегодня в таком состоянии находимся. Это как на русском? А? Так вот, если объяснить так доступно. Вот это, да? Если человек изо дня в день находится в состоянии стресса, и у него стресс накапливается, у него нет времени, силу занятости, силу на работе, занятости в семье, у него нет для отдыха никакого времени. То есть без отпуска работали несколько лет. И все это накапливается, получается, истощается иммунитет. Раковые клетки этого ждут. И все пошло-поехало. То есть объяснение такое. Поэтому, естественно, мы должны находить время для того, чтобы и отдохнуть, и, естественно, работать. Физическое упражнение очень полезное. Тут, как бы сказать, понятно, что не всегда есть возможности какие-то, да. Тем более это сейчас стало очень, как бы, мне нравится сейчас, что это становится немножко популярным. Популярным становятся физические какие-то упражнения, зарядки утренние, еще чего-то, да, лыжня там, кто вот бывает. Если кто-то начинает этим заниматься, он в это втягивается. То есть без этого уже жить не может. Уважаемые жители нашего города, женщины, а также мужчины, мы вас приглашаем в нашу больницу на проведение профилактических осмотров с целью выявления рака на ранней стадии. У нас идет месячник по мужскому здоровью и месячник онкологических заболеваний. Мы каждый четверг в нашем красном уголке, в нашем зале 16 часов проводим лекции для населения по профилактике распространенных заболеваний, в том числе раковых опухолей. Приглашаем вас на обследование.